Дмитрию Золотухину было всего лишь 49 лет. Он был человеком, который очень любил жизнь, семью, друзей. Дружил, работал, мечтал. Его жизнь оборвалась 26 июля. Где бы ни работал, он обладал всегда очень редкими человеческими качествами. Это честность и справедливость. Он всегда работал для людей и вместе с людьми. Для многих он запомнился как очень хороший человек, потому что он находил подход к каждому. Он помогал каждому, прохожему, знакомому, незнакомому, неважно. И в моей памяти он всегда останется как учитель, самый светлый, добрый человек и учитель. Учитель не профессии даже, а жизни. Сама добродушность, спокойствие. Я никогда не видел его в таком нервном напряжении, злом, с таким характером, с каким-то возбужденным, нервным. Нет. Постоянно спокойствие, сама невозмутимость, можно сказать. Сам как человек он был веселым, он мог шутить, он мог подсказать. Он на самом деле работник телевидения, коммуникабельным был. Ну, открытый, доброжелательный. Он всегда готов был прийти на помощь. Причем проблему человека он умел настолько тонко чувствовать, что ты еще не успеваешь даже толком рассказать, а он может уже подсказать себе выход из создавшейся ситуации. И всегда это с юмором, причем с достойным юмором. Около 10 лет он проработал на Канарской студии телевидения, от видеооператора до директора телевидения, и до последнего дня камеру из рук не выпускал. Горестно, но приходится произносить дать дань уважения и произносить слова благодарности за то, что он сделал для Канарской студии телевидения. Если мы называем имя Дмитрия Золотухина, то необходимо добавить слово «телевидение», потому что именно с этой сферой деятельности он ассоциируется. Мы познакомились с дядей Димой, когда мне было 4 года. Я пришла тогда на телевидение и ничего не знала. Как вести себя в кадре, как сказать, что такое камера, кто такой оператор. Он научил меня этому всему, и в тот момент он в меня поверил. В дальнейшем нас судьба с ним столкнула уже на студии Канарского телевидения. Мы тогда были у истоков, это находилось еще в заводоуправлении вагоноремонтного завода. Нам дали помещение небольшое под телевидение. Программ никаких как таковых не было. Были обычные видеокассеты, которые мы по времени должны были с ним совместно менять поочередно. Крутили фильмы, музыкальные клипы всевозможные до самого позднего времени. И судьба нас сталкивала постоянно. То есть и на телевидении, когда он был руководителем, даже не то, что руководителем, когда он был даже еще просто видеооператором, когда он уже стал руководителем телевидения. Дмитрий видел мир в ярких красках, под другим углом. Его жизнелюбию позавидовал бы каждый. Снегурочка, а как шуба моя парадная? Хороша? Хороша, хороша, дедушка. Он понимал проблемы и уровень любого человека. И, может быть, поэтому он казался кому-то немножко не таким, как все.
А он действительно был не такой, как все. Он никогда не ждал награды за что-то. Во время съемок с детьми он всегда мне помогал, и он всегда рассказывал свои жизненные истории деткам, его становление в телевизионной карьере. Шутил анекдоты, загадки загадывал. Дима поистине был народным. Он очень любил людей. Хотя работал директором студии, но он всегда со всеми был на «ты» и всегда был своим. Человек с невероятным талантом и уникальным взглядом на обычные вещи. Дмитрий был поистине добродушным человеком. Человек со светлой энергетикой, которую по-особенному чувствовали дети и любили его. А два кольца, два конца. Посередине гвоздик. Давай, нажми. Вот, видишь, отгадал. Более 9 лет он являлся директором Дворца культуры. Дмитрий Вячеславович был талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу. Он всегда был чутким и неравнодушным к чужим проблемам, всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом. Позже Дмитрий Золотухин работал директором Дворца культуры. Где бы ни работал, он обладал всегда очень редкими человеческими качествами. Это честность и справедливость. Он всегда работал для людей и вместе с людьми. Поэтому мы его будем помнить всегда, его невозможно не помнить. В тот момент, даже когда вот он был здесь директором Дворца культуры, тоже частенько заходил к нему, мы общались, были хорошие дружеские отношения. С самого раннего возраста, как говорится, с самой ранней юности мы вместе с ним затеивали всевозможные квесты. Тяжело говорить, конечно. У меня просто перед глазами пронеслись все наши смешные моменты, веселые. У нас не было плохих, грустных моментов. Я не могу вспомнить. Не было ни одного у меня с ним момента, когда мы, может быть, друг друга не поняли. Потому что он был очень светлый человек, очень добрый, и он был не такой, как все. Люди искренне будут вспоминать о нем. Даже за каждую его вот небольшую какую-то, я не знаю, за какую-то мелочь даже. Может быть, он там улыбнулся соседке, старушке, помог там решить какую-то проблему. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Дмитрия Золотухина. Я бы хотел пожелать родным, жене, детям держаться в тот трудный момент и труд его, который он внес для развития телевидения города Канаш и Канашского района, не будет забыт. Мы, живущие, будем продолжать дело начатых нами руководителей. Он будет радоваться за нас, и главное, нам его не подвести. Я выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Примите мои искренние соболезнования, семья, близкие Дмитрия Золотухина. Он запомнился нам как улыбчивым, добросердечным, порядочным, настоящим гражданином нашей страны, нашего города, хорошим другом, хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим руководителем. Пусть земля тебе будет пухом, Дима. Я хочу сказать родным и близким Димы, чтобы они все-таки набрались сил и мужества пережить этот тяжелый момент. Да, может быть, сейчас еще это осознание разделения на до и после не прошло. Это осознание придет чуть позже, я это знаю по себе. Еще долгое время в
Вы будете смотреть в окно, ждать телефонного звонка. Но просто знайте, он вас все равно видит, он слышит вас. Хочется сказать, конечно, соболезнования маме. Это для нее, наверное, самая такая утрата, потому что он старший, первый ребенок в семье. И, наверное, первенец – это есть первенец. А Риме, детям, всем близким, сестре Свете, конечно же, держаться. Глубокие соболезнования по поводу кончины Димы. Смерть буквально потрясла нас и застала врасплох. Сразу вспомнились все годы работы на телевидении. До сих пор крутятся архивные съемки. Мы можем в эфире увидеть с его участиями передачи и новости. Поэтому, Дима, ты всегда будешь в наших сердцах. Мы тебя никогда не забудем. Дмитрий Вячеславович, вы навсегда останетесь в наших сердцах, а ваше имя в истории нашего города.